Representing Ashgabat, Turkmenistan, Davletjan Yakshimurada. Салам всем ценителям истинного мужского спорта. В этом выпуске мы разберем каждый бой Давлетджана Якшимурадова, который вошел в топ-10 лучших бойцов мира в полутяжелом весе по версии Fight Time. Этот туркменский лев недавно стал первым чемпионом лиги PFL из Центральной Азии. Вы готовы к настоящему боевому марафону? Поехали! Чемпион Туркменистана по карате, чемпион Харьковской области по вольной борьбе и грэпплингу Давлетджан Якшимурадов дебютировал в стенах Оплота в 2012 году, выступив против чешского бойца Рудольфа Крижа. На тот момент профессиональный рекорд у Крижа составлял 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. В итоге схватка была завершена со счетом 19-19. Ничья. Для Василия Бабича бой с Давлетджаном стал успешным дебютом в его карьере ММА. Поединок закончился удушающим приемом в исполнении украинского спортсмена. Благодаря упорному труду и работе над собой Давлетджан победоносно завершил финал турнира Оплот Челлендж в полутяжелом весе, одолев армянского бойца Александра Барбаряна ключом Ахилла. После серии успешных выступлений в 2014 году Давлетджану предстояло сразиться с дагестанским нокаутером Магомедом Анкалаевым. Давлетджан начал бой лоу-киками. Магомед же, выполняя правый кик, не смог сохранить баланс. Во втором раунде проходом в ноги дагестанский боец перевел Давлетджана в партер, где и происходила основная часть противостояния. Единогласным решением судей победа была присвоена Анкалаеву. Это был последний бой Давлетджана Якшимурадова в пределах Оплота. В 2015 году туркменский боец выступал в разных промоушенах, таких как Real Fight Promotion, а на турнире М1 успел сразиться с самим русским медведем Михаилом Рогозиным, но, к сожалению, безуспешно. В 2017 году с поединка против англичанина Дэна Конаки начался период ACB в карьере Давлетджана. В течение 2 раундов Якшимурадов одержал сокрушительную победу над противником. Следующим на подходе стал американец Джаред Торгесон, которого Давлетджан победил изящным сабмишеном. Далее туркменский богатырь оверхедом одолел Йохима Кристенсена, который имел опыт сотрудничества с UFC. Такой полусвинг-полукросс запускал с правой руки. И есть этим ударом, повторно он попадает. Вот как только он прочувствовал этот момент. Этим бойцом Луисом Фернандо. В 2018 году должен был состояться бой Давлетджана с Батразом Агнаевым. Но, к сожалению, Агнаев получил травму, и по этой причине Давлетджан оказался в клетке с бразильским Халком Луисом Фернандо. Бой завершился на 2-й минуте 1-го раунда. Давлетджан продемонстрировал блистательный нокаут. На 2-й минуте 1-го раунда Халк, сломя голову, пошел на туркменского джигита, но был встречен правым прямым и отправился спать. В мае 2018 года в российской столице состоялась долгожданная битва против Батраза Агнаева из Владикавказа. На тот момент Батраз, одолев бразильца Тиаго Сильву, завоевал титул чемпиона ACB в полутяжелом весе. Ну что ж, досрочный и, главное, убедительный победой. Хозяин клетки держал Давлетджана на расстоянии. Давлетджан же действовал быстро. После прохода в правую ногу Якшимурадов исполнил бросок. Но Агнаеву удалось вырваться. Во 2-м раунде Давлетджан перешел в агрессивное наступление. Расписавшись фронт-киком, Давлетджан бросил своего соперника на маты, как борцовскую куклу. Как и в 1-м раунде, Агнаев сумел подняться на ноги, но быстро пожалел об этом. После сокрушительного бэкфиста Давлетджан серией ударов заставил своего оппонента болтаться из стороны в сторону, а после спустил его на землю.
Во время поединка неудержимый как ураган Давлетжан доказал, что он достойный претендент на титул чемпиона. И вот российский боец отдает спину. Давлетжан не упускает шанс и душит оппонента как Геракл немейского льва. В результате у ACB новый чемпион в полутяжелом весе. В 2019 году Давлетжан защитил свой титул чемпиона, выступив против польского полутяжеловеса Карола Селински на его же родине. В декабре того же года в северной столице России состоялся бой туркменского чемпиона с петербуржцем Алексеем Буториным, который к тому моменту заработал репутацию нокаутера. Бой стал главным событием вечера ACA 103. Сначала соперники изучали друг друга. На атаки Алексея Давлетжан отвечал провокациями. Опасный и неожиданный удар коленом, и Давлетжан совершает бросок, после которого он забирает спину русского бойца. Попытки удушения и хаммерфисты не очень-то помогают действующему чемпиону, но все же он забирает себе второй раунд. В таком же ключе проходят два последующих раунда. В завершающей пятиминутке измотанный Давлетжан выполняет финальный перевод. И в итоге он защищает свой титул. В 2021 году Давлетжан Якшумурадов отправился на трехлетний круиз в Беллатор. И сразу в четвертьфинальном раунде мирового гран-при в полутяжелом весе ему дают Кори Андерсона, стратега, у которого за плечами опыт в UFC. С самого начала боя американец начал активно наступать. Давлетжан, в свою очередь, очень грамотно оборонялся. Кори изначально планировал повалить своего соперника, и ему это удалось. Второй раунд завершился тяжелым граунд-энд-паундом в исполнении овертайма. Очередной тейкдаун выполнил оппонент Якшумурадова, затем последовал град ударов, после которого завершился бой в пользу Кори Андерсона. Следующим соперником стал Карл Альбрехтсон. Для Давлетжана шведский боец по прозвищу Король стал нелегким испытанием. Единогласным решением судей победу отдали Альбрехтсону. В апреле 22 года Давлетжан встретился в клетке с бразильцем Рафаэлем Карвальо. В первом раунде бойцы обменялись ударами в стойке. Во втором раунде Якшумурадов на практике учил бразильца делать переводы и наносить удары локтями. Карвальо перекрывается, рефери объявляет технический нокаут. И вот Давлетжан Якшумурадов поднимает туркменский флаг на арене Беллатора. 2023 год принес туркменскому бойцу две победы. Первая встреча состоялась в марте против хорошего ударника Джулиуса Энгликаса. Давлетжан начал уверенно нападать и исполнил изящный тейкдаун. Во втором раунде Якшумурадов решил протестировать прочность черепа своего соперника. В следующем раунде бойцы продолжают общение на нулевом этаже по инициативе Давлетжана, который продолжает работу локтями. 70 дней усиленной подготовки, и вот единогласным решением судей Якшумурадов выходит победителем. 70 дней в American Top Team усиленная работа. Следующая победа была завоевана после боя с польским бойцом Мацеем Розанским. Вначале пошли встречные комбинации, и под конец первого раунда Давлетжан смог повалить Розанского. Во втором раунде бойцы обменялись выстрелами по челюсти. Очередной тейкдаун от Якшумурадова. И третий тейкдаун на радость публики. После долгой борьбы Давлетжан завершил бой опаснейшим граунд-энд-паундом. В начале 2024 года Лига PFL официально завершила сделку по приобретению другого крупного американского промоушена Bellator. Два основных конкурента UFC стали одним целым. 12 апреля туркменский Лев Якшумурадов дебютировал в PFL 12.
Встреча с новым соперником Джейкобом Недохом из Словении по прозвищу Горилла состоялась в Лас-Вегасе. В умной клетке PFL сразились опыт в лице Давлетджана и молодость в лице Джейкоба. Туркменский боец начал осторожно и постепенно перешел на агрессивный расстрел. Словенец отступал и даже смог вырваться из тейкдауна. Тогда Давлетджан включил режим берсерка и понесся на Недоха. Оформив апперкот, а затем удар с правой, Якшимурадов победил Гориллу. Это 4-я победа подряд для Давлетджана, и благодаря ей он смог заработать 6 баллов в зачет отборочного этапа в Гран-при полутяжелом весе. В следующем поединке, продолжавшемся все 3 раунда, Давлетджан Якшимурадов сумел одержать верх над Симоном Бийонгом из Камеруна, завоевав единогласное решение судей на турнире PFL 5 в американском городе Солт-Лейк-Сити. Эта победа гарантировала ему место в плей-офф Гран-при PFL в полутяжелом весе. В августе 2024 года Якшимурадову удалось покорить и Голливуд. В рамках Гран-при полутяжеловесов Давлетджан выступил против австралийца Роба Уилкинсона по прозвищу Бритва. Несмотря на опыт Уилкинсона в более известном промоушене, на протяжении всех 3 раундов Якшимурадов демонстрировал более высокую технику и физическую подготовку. Уилкинсон не смог найти эффективных способов противостоять его доминированию, что и отразилось в судейских записках. Благодаря этому триумфу Давлетджан получил прямую путевку в финал. 29 ноября 2024 года арена в саудовской столице гудела от нетерпения, словно римский колизей. Тысячи глаз были прикованы к 2 воинам, стоящим на противоположных сторонах октагона. Давлетджан Якшимурадов, гордость Туркменистана, и опытный американский боец Импа Касанганай готовились к схватке, которая определит чемпиона. Финальный босс Импа Касанганай по прозвищу Чилоба, что означает «божий воин», настоящий титан в мире единоборств. В невероятно драматичном поединке финала Лиги PFL Давлетджан Якшимурадов сотворил историю. За 58 секунд, что стало полной неожиданностью для многих экспертов, туркменский боец нокаутировал американца, завоевав титул чемпиона и $1 миллион. Эта победа стала настоящим прорывом для туркменских единоборств. А Давлетджан, в свою очередь, стал первым чемпионом PFL из Центральной Азии. Но это еще не конец его спортивной карьеры. Впереди его ждет защита титула. А нам остается пожелать нашему бойцу удачи. Если вам понравился наш выпуск, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и не забудьте поделиться. Кого из туркменских спортсменов вы хотели бы увидеть героем следующего выпуска? Напишите в комментариях.